В социальных сетях появилась информация о том, что жители поселка Шицкуара перекрыли дорогу премьерскому кортежу в районе Эшера. Но эта информация не соответствует действительности. Никакого перекрытия дороги не было и быть не могло, поскольку эта встреча была уже обговорена, отметил глава администрации Сухумского района Алхас Читанава. Мероприятие, которое было проведено 15 числа, мне было об этом заранее жителями. Да, мне заранее сообщили, я доложил, естественно, руководству, и премьер-министр, естественно, был в курсе. Никаких тем для того, чтобы обсуждать о каком-то перекрытии дороги или тому подобных вещей, даже близко не было, и более того, намерений таких ни у кого не было. Есть определенные бытовые проблемы у населения, у граждан, у жителей поселка Шицкуара, села Эшера. Люди приняли решение собраться, провести совещание. Мне сообщили, был приглашен депутат собрания. Для привлечения туда туристов, для того, чтобы там возникли объекты бюджетообразующие. И, конечно же, благосостояние местного населения немного бы улучшилось. Эти встречи были и в ноябре, и в мае месяце, где речь шла о том, что необходимо изыскивать средства для осуществления укладки там асфальта. Впоследствии за неделю до того, как произошла встреча 15 августа, в селе было принято решение встретиться с премьер-министром и обсудить данную проблему уже в более широком масштабе. За буквально 2, может быть, 3 дня до этого дня мною лично был оповещен глава администрации, депутат парламента, вице-спикер Фазлыби Авицба, о том, что такая встреча состоится, и, конечно же, был оповещен сам премьер-министр. Встреча состоялась у дороги. В тот период, когда премьер-министр ехал домой, он вежливо остановился, выслушал нас, все наши проблемы. Диалог был, конечно же, цивилизованный, где люди, граждане, все выразили свои чаяния, на что услышали, конечно же, приветствие о том, что да, действительно такие проблемы есть, но их не так легко решить. В поселке Шицкуара проживает около 180 семей, и основная проблема жителей – ремонт дороги, которая ведет в поселок. Эта дорога не ремонтировалась около 30 лет. На сегодняшний день уложить асфальт надо на участке в 2,5 километра. Проблема эта давнишняя, можно сказать, она и послевоенная проблема. Да, чем больше времени проходит, тем острее она становится, ввиду того, что курортная сфера, она развивается, и поток туристов от сезона к сезону увеличивается, и, естественно, у людей есть возможность и желание воспользоваться этим моментом и заработать определенные деньги на жизнь, что называется. Поэтому эта проблема достаточно актуальная. Если мы общими усилиями смогли бы решить эту проблему, большая часть села как-то нашла бы себе занятие и могли бы обеспечить себе небольшой заработок. Это обычная сельская грунтовая дорога, где много ямок. Администрация Сухумского района в год несколько раз засыпают их, чтобы школьный автобус мог ездить. Но насыпи после дождей быстро смывает. Также после того, как проедет машина, поднимается пыль и невозможно дышать. Там ничего катастрофического нету, но для того, чтобы организовать небольшое место для размещения отдыхающих, сельская дорога не привлекательна. Оно сопряжено с тем, что летом пыльно, дожди пройдут, ямочки определенные, лужи образуются, и это непривлекательно для наших гостей. Люди хотят более комфортные условия. Будет там асфальт, мы, я думаю, сами себе поможем. Все у нас там получится. Благодаря тому, что последние 4-5 лет силами администрации района, там, я полагаю, что на 90% решен вопрос с водоснабжением. Электричество у нас есть тогда, когда оно подается в сеть. И без проблем все провода заменены. Все в порядке, не хватает дороги.
Премьер-министр Александр Ангваб лично осмотрел дорогу. На данном этапе изыскиваются средства, чтобы положить асфальт. Ведь речь идет о 33 миллионах рублей. Это не та проблема, которую можно решить за 2-3 дня. Но, как обещал глава правительства, она будет решена.